МИД Абхазии отреагировал на заявление Агентства гражданской авиации Грузии о намерении добиться запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в аэропорт Сухума. В заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства, говорится: на фоне недавних заявлений грузинских политиков о готовности к конструктивному диалогу с Республикой Абхазия и Южной Осетией, в том числе заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, который заявил, что Грузия должна будет извиниться перед осетинской стороной за 2008 год и покарать бывшую правящую партию, Республика Абхазия ожидала начала прагматичного взаимодействия, основанного на признании реалий, сложившихся в Закавказье. Однако вместо прагматичного подхода, направленного на урегулирование взаимоотношений, грузинские власти продолжают делать шаблонные, политически ангажированные и оторванные от реальности заявления, которые уже набили оскомину и лишь создают дополнительную напряженность. Очередные выпады грузинского руководства являются попыткой препятствовать процессам, которые имеют необратимый характер, отмечается в заявлении. В абхазском МИД считают, что подобные подходы не только не способствуют урегулированию затянувшегося кризиса, но и подрывают саму возможность диалога, лишь усиливая взаимное недоверие между нашими странами. В связи с этим Республика Абхазия в очередной раз обращается с призывом Грузии отказаться от конфронтационной риторики, подписать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы и начать новый этап конструктивного диалога, учитывающего политические и правовые реалии, сформированные после конфликтов 1992-1993 годов и 2008 года, отмечается в заявлении. К другим новостям. Как известно, в прошлом сезоне Абхазия вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений для россиян, согласно данным Ассоциации туроператоров России. Опираясь на данные погранслужбы и Минтуризма Абхазии, Ассоциация туроператоров России сообщает, что республику в 2024 году посетили 1,5 миллиона человек, на 7% больше, чем годом ранее. Первые места в списке заняли такие гиганты, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Но, формируя рейтинг, эксперты учитывали и транзит. В структуре выездного турпотока в 25 самых популярных стран на Абхазию приходится 8,6% поездок. Первое место с большим отрывом заняла Турция с 40%. На втором и третьем местах Объединенные Арабские Эмираты и Китай. У них 11,4% и 10,9% соответственно. В этой связи хочется отметить важность достойного позиционирования курортов Абхазии на больших туристических выставках. Так, недавно Абхазия была представлена на 31-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства МИД-2025 в Москве. Абхазскую делегацию возглавлял исполняющий обязанности министра туризма Теймураз Хишва. Мероприятие проходило в Москве на базе Международного выставочного центра «Крокус Экспо». Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – крупнейшее отраслевое мероприятие, которое проводится в Москве на протяжении 30 лет. Выставка служит международной деловой площадкой для стран, регионов и компаний со всего мира, представляющих свои продукты и услуги на российском рынке. Участники и гости выставки имеют уникальную возможность установить контакты с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также ознакомиться с актуальными трендами в сфере туризма и гостеприимства. Продолжаем передачу. В Москве откликнулись на одобренный во втором и окончательном чтении парламентом Армении закон о начале процесса присоединения Республики Армения к Европейскому Союзу. За проголосовали 64 депутата, в то время как 7 выступили против. Оппозиционная фракция Аястан бойкотировала голосование. России надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с Арменией, если республика присоединится таки к Европейскому
современному интеграционному образованию, отметил вице-премьер правительства России Алексей Аверчук. Я ознакомился с текстом самого закона, который принят. Он такой: за все хорошее против всего плохого. Совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении. Проевропейскую инициативу выдвинула группа небольших прозападных партий и политических групп, лидеры которых неоднократно встречались с премьер-министром Николом Пашиняном в рамках так называемого консультативного собрания по сотрудничеству с непарламентскими политическими силами. Далее идею о европейских молочных реках с кисельными берегами подхватило гражданское общество в виде платформы демократических сил, собравшей за 2 месяца 60 тысяч подписей, необходимых для вынесения проекта на рассмотрение в парламенте. На данный момент не предусматривается подача заявки на членство в ЕС. Этот законопроект просто выражает волю армянского народа, пояснил глава комиссии по евроинтеграции Армен Игаян. Принятие закона не является заявкой на членство в Евросоюз, но отражает стремление граждан вывести партнерство с Евросоюзом на новый уровень, соглашаются в МИД Армении. По словам заместителя главы ведомства Паруира Аванесяна, в ближайшие месяцы планируется утвердить новую повестку партнерства, включающую в себя краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные действия, которые направлены на еще большее сближение с Евросоюзом. При этом никто в Брюсселе никаких приглашений Еревану не делал, о чем заявлял, в частности, официальный представитель ЕС Питер Стану. Процесс вступления в ЕС может занять десятилетия, поскольку он включает в себя оценку соответствия страны критериям блока по широкому спектру направлений, таких как функционирование демократических институтов, судебной системы и основных прав человека, пишет Политика. Таким образом, это все еще лишь довольно декларативное заявление о намерениях. Посмотрим, что будет дальше. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.